С 2016 года в Республике Коми реализуется проект «Народный бюджет». Инта активно принимает участие в данной программе. Ее суть заключается в том, что граждане сами решают, какие социально значимые инициативы необходимо воплощать в жизнь. Люди выдвигают идеи, разрабатывают проекты и собирают подписи. В этом году жители выносят на рассмотрение предложения, которые после отбора будут исполнены в 2022 году. Стартовали встречи населения в рамках реализации регионального проекта «Народный бюджет». Сотрудники городских школ и детских садов обсудили предложения в сфере образования. Здесь были представлены 12 различных проектов. Часть из них рассмотрели на данной встрече. Сначала выступила директор гимназии номер 3 Зинаида Соломон. В прошлом году в школе в рамках народного бюджета установили вытяжку в столовой. Теперь же представители учреждений инициировали проект реконструкции обеденного зала. Здесь планируется поменять окна на новые, заменить линолеум и обеденные столы, провести полноценный ремонт. Для нас эта тема очень актуальна, потому что у нас столовая не очень большая, а вот пропускная способность у этой столовой очень большая. Потому что у нас ежедневно 450 детей получают трехразовое питание в этой столовой. Кроме этого, мы на всех каникулах кормим не только свой лагерь, не только свои лагеря, не только свои площадки, но и площадки из других школ города к нам приходят. В детском саду «Рябинушка» есть собственный бассейн. Он тоже нуждается в ремонте. Необходимо обновить облицовку чаши и заменить систему фильтрации воды. Почему мы решили вступить именно в этот проект? Почему для нас это актуально? Нашему детскому саду 36 лет. Когда открывался детский сад, это был первый детский сад с бассейном. Но со временем система фильтрации пришла в негодность. Да, значит, тот фильтр, который у нас уже сейчас существует, он не справляется со своими функциональными обязанностями. То есть, по сути, он воду не фильтрует. В поддержку данного проекта сотрудники детского сада уже собрали более 500 подписей. Родители, учащиеся и сотрудники школы номер 5 также активно собирают подписи за свои инициативы. На рассмотрение они представили сразу 3 проекта. Дело в том, что у нас в школе чудесный актовый зал, в нем хорошая акустика. Однако из-за того, что некоторые элементы этого зала, ну скажем, он постоянно используется, проводятся мероприятия как школьного, так и муниципального уровня, значит, отдельные элементы пришли в негодность. У нас лежит там паркет, то есть можно проводить вообще занятия танцами даже. Однако этот паркет требует замены. Кроме того, нам необходимо отремонтировать стены и заменить сиденья, которые находятся в актовом зале. Среди проектов школы номер 5 – ремонт крыльца, запасного выхода и установка навеса над ним. Также сотрудники учреждения просят поддержать еще одну инициативу – замену деревянных оконных блоков на стеклопакеты и установку дверей. Есть у нас в школе такое место, как спортзал и кабинеты технологий, которые находятся в пристройке к школе. К этой пристройке ведет галерея. И проблема заключается в том, что, во-первых, по требованиям пожарной безопасности в этой галерее должны быть установлены двери. Во-вторых, окна в галерее, которые сейчас там находятся, они не менялись с момента постройки этой галереи. Ну, это закономерно привело к тому, что рамы, во-первых, деформировались, иссохлись. Теперь при закрытии этих окон не обеспечивается герметичность. И в момент, когда на улице понижается температура или погода очень ветреная, температура в помещении, именно в пристройке, спортзал и учебные кабинеты, она понижается настолько, что не соответствует требованиям санпинов. Все представленные инициативы были одобрены присутствующими. Дальше предложение отправят на конкурсный отбор на региональный уровень. Сумма реализации проектов в данном направлении не более 600 тысяч рублей.